Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Я Марфирина Алексеева в программе News on Air. Всех с понедельником и с наступающим праздником. Давайте приступим обзор самых интересных новостей. Мастерицы со всей Якутии вышили карту республики, запечатлев на ней образ национального образа Олонхо. Эксклюзивное полотно было представлено на открытой выставке прикладного традиционного искусства. Давайте узнаем подробнее об этой карте. В год культурного наследия народов России Чувашская республика объявила акцию «Вышитая карта России». Мастерицы из 85 российских регионов вручную вышивают контур своей республики с присущими им народными мотивами. Результатом будет цельная вышитая карта России. Карту Якутию вручную вышивали 16 мастериц со всей республики. Причем исполняли карту в очень кропотливой и интересной технике. Мы же как бы не в Чебоксарах, а это вот вид искусства, который очень владеют, оказывается, чувашские мастерицы. Они нам отправили специальное полотно, они нам отправили все эти свои советы, поэтому вот эти мастерицы, которые вывалены, они самые лучшие у нас в республике, которые занимаются вышивкой. Карта отражает Ал-Дукмас, танцующий осокой нашей республики, и знаки, как предметы, которые располагаются у нас в республике для того, чтобы показать, какие народы в республике живут. Если вверх посмотрите, там есть северное сияние. Если внизу посмотрите, есть Иенгра, который янанги. А в середине, как бы танцующий Исех, основной, якутский народ. Карта республики действительно отражает традиционную этническую особенность каждого района. Ее параметры 1,5 на 1,5 метра. Общий размер карты России составит 2 метра в высоту и 6 в длину. Таким образом, контуры нашей республики будут занимать большую часть в общей карте страны. На создание неповторимой работы мастерицам потребовалось 37 дней. Мы в основном пенсионеры, поэтому вот это с утра до вечера, до 8:30 работали. И с удовольствием знаем, что мы, это наша республика, вот это столетие, и вот это как-то это вливается вот это в российскую карту-то. Конечно, это очень отрадно. И мы так работали, конечно, зная об этом. Все мы это с такой радостью, вот все женщины, так подружились. Вы знаете, вы слышали, наверное, со всего улуса. Если я вот здесь не занималась бы, я, конечно, не узнала вот этих женщин из Вилюйского улуса, из Тампонского, из Среднеколымского. Я очень рада. Полная карта России будет презентована 12 июня текущего года в День России в городе Чебоксары. А представление вышитой карты Якутии стало главным событием открытия выставки народного прикладного искусства, посвященного столетию Республики Саха-Якутия. Выставка поражает своим разнообразием. В этом году активно приняли участие и все северные районы. Тут в основном представлены работы наших народных мастериц из 20 улусов республики, свыше 200 работ. Но в основном работы представлены в виде национального шитья, национального костюма, лоскутного шитья, шитья по бересте, по конскому волосу. И, конечно, много новых работ, которые привезли наши мастера из северных улусов. Вы видели это эмблемы всех улусов нашей республики. Замечательная работа, которая приехала из Вено-Батантайского улуса. Особенно привлекло внимание панно, на котором исполнен портрет Максима Амосова, государственного деятеля, который сыграл решающую роль в образовании Якутской АССР. Портрет выполнен полностью из конского волоса. С каждым годом работа мастериц поражает своим разнообразием, креативностью и тонкостью кропотливых элементов. Ну а у жителей Мирнинского района появится возможность выбирать свое. Летом Чернышевский рыбоводный завод запустит в продажу осетров. Сегодня на предприятии этим рыбам делают не совсем обычную процедуру – ультразвуковое исследование. Ну а для чего это нужно, нам расскажет Анна Винокурова. Колбочки для анализов, аппарат для ультразвукового исследования. Нет, мы не в больнице, на рыбоводном заводе. Здесь осетрам делают УЗИ. В Чернышевском рыбзаводе более 400 особей сибирского осетра. Перед бонитировкой каждую из них вылавливают из бассейна.
Ой, процедура не из легких. Сначала рыб взвешивают и измеряют. 2,450. А теперь КУЗИ. Рыб разделяют по половым признакам и по стадии развития. Специалистам важно найти тех особей, которые способны пополнить маточное стадо. По эхограмме можем определить, что самка готова в дальнейшем на воспроизводство через 2 года, и мы ее оставляем для маточного стада. То есть это хорошая особь, которая, в принципе, будет в воспроизводстве участвовать. Этих осетров вывели в 2019-м. В прошлом году рыбы были слишком малы, чтобы понять, получатся ли из них хорошие родители. Рыб, которые отличаются развитием, чипируют. У каждой особи свой номер. В будущем на заводе проследят за качеством икры и тем, как она растет. В отличие от других видов рыб, осетры не дают икру ежегодно. Поэтому определить стадию развития можно только с помощью УЗИ. В прошлом году выпуска у нас не было, потому что маточное стадо, оно у нас небольшое, 28 голов всего. И в прошлом году как раз вот был пропуск нереста у многих. В этом году уже как бы есть, сейчас информацию будут подбивать, сравнят с прошлым годом по номерам. Например, самка была на 2-й стадии, в этом году перешла на 3-й. Соответственно, возможно, на будущий год она даст уже икру. Чернышевский рыбзавод – единственное в республике предприятие, которое занимается искусственным воспроизводством рыбы. Этим летом рыбзавод впервые выпустит в продажу осетра. Предварительно продукция появится на рынке Мирного, а через 2-3 года на продажу поступит и форель чернышевского производства. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутские ученые обнаружили новый минерал амгаит. Находка принадлежит ученым Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук в соавторстве с коллегами Якутгеологии. Новый минерал амгаит – первое в мире природное соединение талия с туллером. Минерал обнаружили на золоторудопроявлении Хохойское на правом притоке реки Амги в Алданском районе. Материал нам был сперва предоставлен геологом Якутгеологии Соколовым Евгением Павловичем. Он попросил нас изучить. И когда мы рассмотрели эту протолочку, кроме золота, там были еще минералы, которые были незнакомы. Амгаит сейчас у нас находится в музее имени Ферсмана, потому что по правилам утверждения новых минералов, минерал новый обязательно должен находиться в каком-нибудь музее, именно который имеет аккредитацию. И вот Ферсмановский музей, он имеет такую аккредитацию. Минералы в нашем институте раньше тоже открывались, но последний минерал у нас был открыт сотрудниками нашего института в 2015 году. Был минерал арангасит, который был найден в Аймиконском улусе в месторождении Арангатское. В городе Алекминске прошел масштабный этноквест для молодежи всего района. Давайте узнаем, как это было. Этноквест собрал в зале спортивного комплекса «Чараита» чуть меньше сотни ребят. Отдел молодежи Алекминского района совместно с вожатским отрядом «Альтаир» организовали экскурс по национальному составу республики. Вожатский отряд «Альтаир», они сегодня наши помощники, помогают нам организовать данное мероприятие, являются теми организаторами, которые сделали, то есть подготовили станции для наших участников, станции по народностям, приготовили для участников викторину и небольшие народные состязания. В Алекминском районе бок о бок проживают представители десятков национальностей. Практически никто уже и не задумывается, кто сосед по дому или коллега. Это очень довольно-таки интересно представлять такую вот культуру, как Северный Кавказ. Потому что много обычаев, много правил, например, игр, по-разному. Между тем, интерес к культуре позволяет узнать много нового. Зацепило то, что продолжаются вот эти вот национальные игры, традиции показываются людям, которые другой национальности. Они как бы узнают, что, как, где сходится, возможно, где-то в играх, в традициях.
коммуникативный навык общения. Мы с ребятами только сегодня познакомились и уже как-то почувствовали себя в команде. И второй навык – это познание каких-то новых интересных фактов о наших народах, которые населяют наш район. Кроме этого, стоит вспомнить, что длительное время возможностей вот так весело провести время всем вместе просто не было. Поэтому даже само общение стало огромным плюсом. Кто-то еще хочет сыграть? Девочки? Давайте я. Елена Фаст, Максим Копылов, Алеквинск. Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия-24. Всем до встречи!